Якутская автономная Советская Социалистическая Республика была образована 27 апреля 1922 года декретом Президиума Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета СССР. Велика роль моего земляка-вилючанина Степана Аржакова в деле становления государственности в нашей республике. С яркой плеядой революционеров тех времен, оставивших бессмертный след в истории, у Степана Аржакова была незаурядная и трагическая судьба. Будущий революционер, красный командир и народный комиссар родился в городе Вилюйске в семье плотника Максима Ильича Аржакова. Учился в местной миссионерской церковно-приходской школе, затем окончил Вилюйское высшее начальное училище. В 1915 году поступил в Якутскую учительскую семинарию, где учился с будущими своими верными товарищами и соратниками Айонским, Аммосовым, Параховым и другими. В Якутске Степан познакомился с сильными революционерами, был принят в нелегальный кружок Емельяна Ярославского. В феврале 1917 года Аржаков стал членом Якутской объединенной организации РСДРП. Организовал Союз чернорабочих, первое профессиональное объединение якутских бедняков. В марте-августе 1917 года Аржаков выехал в Вилюйск. Там при содействии известного педагога и краеведа Петра Хрисанфовича Староватова образовал ячейку Союза чернорабочих. Союз вилюйских чернорабочих и зеленых плотников стал первой революционной организацией в этом округе. Степану Аржакову тогда было всего 18 лет. И именно в это время открылись его блестящие организаторские способности и его дальновидность как руководителя. По окончании учительской семинарии в марте 1918 года Аржаков снова вернулся в Вилюйск. Начал борьбу с уездной земской управой, не признавшей победившую в центре советскую власть. В начале июня Центральный исполнительный комитет Советов Сибири назначил Степана Аржакова, 19-летнего юношу, комиссаром обширного Вилюйского уезда. После победы советской власти в Якутске Аржаков 7 июля созвал городское народное собрание и объявил о распуске управы и установлении в уезде власти Советов. Вскоре новая власть в Якутии пала. Аржаков с товарищами оказались в тюрьме. Он и здесь оставался одним из тех, кто готовил декабрьское вооруженное восстание 1919 года в Якутске, после успеха которого вернулся в Вилюйск уполномоченным революционного штаба с целью окончательного установления советской власти в Вилюйском округе. В марте 1920 года Аржакова отозвали в Якутск и назначили уполномоченным Губчика. В августе направили в Коммунистический университет имени Якова Свердлова на 6-месячные курсы. Обучаясь в Коммунистическом университете, он вместе с якутскими делегатами 8-го Всероссийского съезда Советов в декабре 1920 года поднял перед Народным комиссариатом по делам национальностей Наркомнац вопрос об образовании Якутской автономной республики и предложил создать в Наркомнаце якутский отдел, который занялся бы решением этого вопроса. Наркомнац согласился с предложением Аржакова и назначил его заведующим якутским отделом, который начал функционировать с 8 февраля 1921 года. Задачи отдела входили: разработка и представление в соответствующие органы РСФСР законопроектов, касающихся Якутии, содействие материальному снабжению области, ознакомление центральных органов с жизнью и нуждами местного населения, издание в типографиях Москвы и Петрограда литературы на якутском языке и многое другое. 24 апреля 1921 года Степану Аржакову поручили подготовить проект якутской автономии. И уже 16 мая Степан Максимович сделал на коллегии Наркомнатца соответствующий доклад. После обсуждения коллегия одобрила главный вывод докладчика предоставить Якутии статус автономии. Дала согласие на образование Якутской автономной республики и назначила Аммосова своим представителем в Якутской области. Одновременно коллегия выступила с инициативой обсудить вопрос на специально созванном съезде Советов Якутии. 5 февраля 1939 года Степан Аржаков был арестован по необоснованному обвинению, исключен из партии как враг народа. Проходил по процессу 25 в апреле-мае 1940 года. Аржакову было предъявлено обвинение участия в повстанческой КР по статьям 58.2, 58.11 Уголовного кодекса РСФСР. В мае 1940 года в группе 16 человек был приговорен к расстрелу, но дело было передано в особое производство, и в мае 1941 года его приговорили к 8 годам заключения в исправительно-трудовом лагере поселка Певек на Чукотке, на руднике Валькумей.
В январе 1942 года его опять заключили в следственный изолятор Чалунского РО НКВД. 5 марта 1942 года приговорили к высшей мере наказания – расстрелу военным трибуналом войск НКВД по Дальстрою. 17 мая 1942 года приговор был приведен в исполнение. Истинный патриотизм и чувство долга славных сынов якутской земли позволили Якутии добиться статуса республики. С тех пор она прошла сложный исторический путь экономического, социального и духовного развития. Семья: Степан Максимович, сын Галилей, дочь Клара, жена Варвара Ивановна и дочь Аиля. 1938 год. Старожилы города Вилюйска с особой теплотой вспоминают своего земляка Степана Аржакова. 27 сентября 1990 года, когда при активной поддержке населения республики была провозглашена Декларация о государственном суверенитете, Якутия снова воспряла духом и с надеждой всматривалась в свое будущее.